Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Кинолетопись Якутии». В эфире Ирина Григорьева, ведущий археограф Национального центра аудиовизуального наследия. 12 апреля отмечается День космонавтики, но эту дату отмечают не только космонавты, но и те люди, чья профессия связана с небом. У нас сегодня в гостях интересный человек, интересный собеседник, ветеран авиации Республики Саха-Якутия, командир воздушного судна «Боинг 737» Алексей Павлович Дегтярев. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с этой датой. Несмотря на то, что эта дату отмечают космонавты, все-таки авиаторы тоже связаны с небом. И это люди, преданные своей профессии, как и вы. Вот расскажите, пожалуйста, как вы пришли в эту профессию? Так получилось, что в 11 классе приехал в Якутск из села Барагонцы Усалданского района. Хотел попробовать пройти медосмотр. Просто годен, не годен попробовал. Ну и прошел в 11 классе зимой, на зимних каникулах. Прошел, закончил школу хорошистом, строить, можно сказать. И приехал в Якутск. Подал документы. В то время принимала Санкт-Петербургская академия гражданской авиации документы. Сдал профотбор, прошел, ВЛЭК прошел, врачебно-летную экспертную комиссию. Все было хорошо. Там в конкурсе народу так немного было. Сказали, главное пройти медицину, потом математика, физика, русский. Экзамен сдал и где-то осенью, под осень получил письмо, то, что я поступил. Приехал в свою Якутию, обратно, родную. Поступил работать в якутские авиалинии на самолет Ан-24. Полетал где-то месяцев 9. Дальше якутские авиалинии и Саха-Авиа, такая компания была, объединили и сделали Якутию. А там в Якутии переучился на Ту-154 и начал летать на Ту-154 с 2003 года по 2012 год, начало 2012. 9 лет получается. Вот, в России сейчас пилотов готовят всего 5 учебных заведений. Вы окончили Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации и Бугурусланское летное училище тоже окончили, то, что в Оренбургской области. Получается, у вас 2 основных образования, одно высшее, одно среднее. Да? Вот вы пилот, получается, и инженер-штурман. Вот какие серьезные требования предъявляются вот все-таки к этим компетенциям? Я стал сначала штурманом, мне дало навигацию, можно сказать, хорошую навигацию. 5 лет учился, как летать. Мы раньше летали без GPS, всяких По гаджетов. навигационным картам? По бумажным картам, линейкам, транспортирам и наземным радиотехническим средствам. И по локатору, можно сказать, еще. По звездам еще учили нас летать, журналам там. Вы летали на самолетах Л-410, в простонародье Чебурашка называется, да? Ан-24, Ту-154, и вы сейчас командир воздушного судна «Боинг 737», да? Вот если не знаю, сравнивать, наверное, нельзя, да, по техническим характеристикам эти воздушные суда, но какие все-таки самолеты, они закаляются, характер? В Якутии у нас Магани базируется, Л-410 в полярных авиалиниях. И у нас модификация Л-410 УВП-Э называется. На взлет-посадки. Без автопилота, можно сказать. Ручное управление, как на Ан-2. Я летал, например, по санзаданиям, по авиалесоохране тоже летали. Переброска пожарников с одного места на другое. Какие рейсы для вас самые сложные все-таки? Я знаю, что у вас очень большой опыт именно международных рейсов. Вы были в Анкоридже, вы летали в Японию, вы работали в Южной Корее. Вообще, все-таки вы предпочитаете работать где? В России, на российских авиалиниях, или все-таки международные рейсы тоже чем-то привлекают? Международные рейсы, они сложны, так можно сказать. Там находишься за границей, в другой стране, над другой стороной летаешь, и правила надо изучать и придерживаться той стороны, где ты летаешь. Нельзя отступать. Английский должен быть не ниже 4 уровня. Да, когда на Ту-154 еще работал, тогда международный допуск получали. УТО у нас есть в Якутске. Вон там месяца 3 сидели, учили все эти правила.
экзамен сдавали. Потом дальше пошло-поехало. С 2007 года у меня допуск такой имеется. В Сеуле там 3 полосы. И вот как-то мы летели из Улан-Удэ через Китай в Сеул. И когда заходили на полосу, к нам навстречу летел борт тоже большой, 747-й. То есть, в смысле, И да, вот так разворачивает вместе. И на параллельные полосы садились с этим бортом. Красиво было. а какие-то нововведения вводятся вот в связи, ну, каждый год, допустим, да, вот все-таки технологии меняются, Каждый новые год, современные да. технологии появляются, опять же, да, по ориентировке, там, тот же самый GPS, да. Как-то вот улучшается вот сама работа? Ну, улучшается, получается, каждый год. Интересно просто. Ну, раньше вот со сборниками вот этими летали, такие большие книжки. По 4 их таскали, они там килограмм, иногда по 20 даже весили, чемоданы. А сейчас вот летаем с планшетами, 2 планшета дают, и там все сборники находятся. Листаешь и все, летаешь. Ну и там программа, приложения вот эти меняются, усовершенствуются. В некоторых компаниях даже вот бумажные задания уже не пишут. Все в этом гаджетах вот этих. Автотротл. Сергей. Чек. Автопайлот. Сергей. Чек. Контини. Меню. Чек. 140 радикальных 50. 50, 136, 38, 30, 150, 10, 138, 132 касания, брейкап, привет. Кстати, вы мечтали стать космонавтом? Да, сейчас уже не планирую, но когда в Академии гражданской авиации учился, тоже как-то промелькало вот такое чувство, может, космонавты сходить. Что вас остановило? Что вас остановило? Отучился, пришел в отряд летный, начал летать, понравилось. Ну и куда торопиться, куда бегать. И в то время в космонавтику брали с военной авиации летчиков. То есть надо было военным летчиком или каким-то там. Так получилось, что в 2011-2012 попробовал поступить в отряд космонавтов. Немножко там экзамены прошел, медосмотры, тоже профориентационные работы все проводились там. Тоже их прошел в Москве, в Звездном городке. Скафандры примерил. Какое ощущение было, когда скафандр одеваете? Он говорит, очень тяжелый. Где-то 150, наверное, весит. Но там невесомость, поэтому не ощущается. Интерес авиации есть, конечно. И вот у Салданском Лусе, да, из Усалданска, у нас группа есть такая, авиаторы Усалдана. И мы каждый год делали этот десант, типа туда по направлениям в Усалданском районе по деревням ездим и агитируем детей, чтобы они в авиацию поступили. Это уже несколько лет уже, или 5, или 6 лет уже, может, так вот ездим. В этом году собираемся, вот, может, поедем тоже и агитируем детей. Вот Копырин там есть, село, где все там, где этот музей космонавтики находится. С Усалданска у нас, да, вот. На Суперджет у нас летают ребята, тоже командиры. Ефимов Сергей Степанович, Чаптыков Иван Николаевич. На Даш-8 Q300 тоже вот Бурнашов есть, Иван, тоже с Усалданского. На Л-400 есть еще Семенов есть, Аял. Тоже молодые ребята. А что насчет увлечения, хобби? Увлечение, я спортом занимаюсь, это называется. Сайкл есть такой вид спорта. Тренировок, то есть кардиотренировки. И тренажерный зал там без фанатизма примерно. И с прошлого года вот начал на мотоцикле кататься. С 8 класса где-то катаюсь на мотоциклах по лесам, так, покатался по полям, по лесам. Потом решил на соревнованиях участвовать немножко.
В роли пассажира же тоже бываете. Вот когда вы тоже куда-то, ну, в отпуск, допустим, с семьей куда-то улетаете, сидите в кресле пассажира, и все-таки вы анализируете вот сейчас работу пилотов. Я смотрю погоду, по какому маршруту мы будем лететь. Ну, это уже профессионально. Профессиональная, да. Через сколько там будем взлетать, какие города пролетаем, все вот это знаешь и сидишь. Ну, и можно поспать, все равно доверяешь пилотам. Когда вот ты прилетаешь в свой город, там, допустим, или в Россию, или в свой родной город, когда вот посадка уже завершилась, мягкая посадка, вот в конце, но не всегда, люди вот часто хлопают. Я лично всегда аплодирую, когда я прилетаю домой. И для людей это и какое-то вот снятие напряжения, стресса, да. А вы, когда в кабине, вы слышите хлопки, аплодисменты? В кабине не слышно этих хлопков. Просто эти бортпроводники нам сообщают, там люди хлопали, там спасибо говорят, просто и все. Мы посадили самолет, например, на полосе, потом не расслабляемся, смотрим, через какую рулежку нам сруливать, на какую стоянку нам заехать, остановиться, потом, чтобы трап подогнали, потом начинаем выключать самолет, потихонечку оборудование, карты, которые на проверок читать. И в этот момент уже народ начинает выходить из самолета. Один человек зашел как в самолет. А вот от этого момента, пока последний человек не выйдет, нельзя вообще расслабляться. Алексей Павлович, спасибо вам большое за такое интересное интервью. Желаю вам успехов, здоровья и спокойных рейсов, всегда мягких посадок. Спасибо за большое. интервью. Спасибо.